Доброе утро, ребята. 10 марта, 7 утра. Я уже на точке. Сегодня приехал на озеро порыбачить, ребят, весеннего окуня. Скорее всего, он уже проснулся. Март месяц. Ну, по месту, ребят, уже, наверное, понятно, что взорвали здесь хорошо. Была информация, но не было возможности у меня выехать, друзья. И вот смотрите, пятачок, видать, что-то дал. Потому что свежая бранка была, и вот все натоптано, набурено, вот именно вот этот пятак. Остальное не тронуто, прям не тронуто. Мороз. Выезжал с поселка, было минус 20, сейчас на озере где-то 23, наверное, 24. Прям чувствуется холодок такой. Руки замерзли, пока ехал. Ну, сегодня, ребят, хочу поставить жерлицы. У меня 20 живца еще есть. Посмотрим. Перволедок здесь отлично отловился. Около 40 щук здесь было поймано лично мной. Ну, потом дальше больше. К Новому году здесь все потухает, и рыбалки здесь никакой нету. Но вот весной немножко на 5 озер начинает оживать. Ну, жерлицы, друзья, уже ставим немножко по-другому. Если по перволетке ставили около травы, около берега, то сейчас там живец задыхается, и надо ставить в середину, поднимать живца очень высоко. Ну, короче, посмотрим, не знаю. Сейчас планово прокачусь, посмотрю. Я смотрю, что есть вода. Воды очень много, друзья. Столько воды на озере. Ну, буранка есть, как бы. Понятное дело, что она промерзшая. Но так не хотелось бы забуриться в суд, потому что здесь есть ключи, есть где-то может быть промоин, и вода выходит. Ух, блин, прохладно. Ну, сегодня солнце, друзья, сегодня будет черная морда и черные руки. Ну, будем надеяться, что будет черная щука и черные окуни, потому что здесь рыба прям черная, озеро торфяное, из-за этого вода черная, и рыба прям такая интересная, красивая. Так, ну, планово где-то, ребят, в этом пятаке выставиться, в середочке. Так, надо разбросать, мне кажется, побольше, подальше, а потом уже посмотрим. Сейчас прокачусь и взглянем, что творится вообще, что происходит. Ну, я смотрю, что-то там бурили еще. Видать, пробовали. Здесь небольшой пятачок бурили, пробовали. Дальше туда, смотрю, никто не ездил.
ровно. Собачка, в принципе, не тонет, друзья. Нормально. Блин, снега, конечно, охренеть сколько. Так. Так. Давайте с отсюда и начнем. Вот так буду разбрасывать середку. Отсюда и начну. Бам-бам-бам-бам. Штук 15, ребят, воткнем. И будем заниматься окунем. Прям охота. Блин, такими ножами, блин, сырой лед тяжело бурить. Охренеешь. Фу, ножи менять. Ножи стоят, ребята, грязный лед, зубатые, мокрый лед. Зубатые, и, блин, они, вода, лед сырой, просто вгрызаются, как ненормальные. Так. Раньше, блин, ножи. А сейчас мокрый лед, грязный лед, сухой лед. Каких только нету, да, ребята? Так. 130-й. Сырой лед. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Надеюсь, правильно поставил. Вспомнил, что у меня есть такие ножи. Опа. Так. Ну-ка взглянем, что там. Как там. Все четко, ребята. Ну сейчас посмотрим, как будут бурить они. Вот именно воду эту. Потому что эти вообще угрызаются. Ну, ножи, ребят, клевые. Для грязного льда. Блин, вообще огонь. Вот так где-то по прямой, ребята. Поставлю. Плюс-минус. Ну-ка. Ну, совсем другое дело, ребята. Ё-моё. Вообще огонь. Можно крутить. Опа. Отлично. Во.
Это мне уже нравится. Раз, два, три, четыре. Потихонечку дела идут, ребята. Не спешонько. Потихоньку. Смотрю, мотособака подъехала. В начале озера тоже, смотрю, остановились. Парни бурят. Ну, видать, по окуню приехали. Так что, говорю, сегодня не один буду. Так, я на целый день. Такая погода, ребята. Позагораю, блин. Вообще класс. Побурить-то это надо, да. Все равно. Хоть и ножи поменял, но тяжеловатенько, ребят. Ну, скажу вам сразу наперед. Исполнилась мечта идиота. Заказал, ребята, я шуруповерт. Так что жду. На днях должен прибыть уже. Курьерской доставкой, кстати. Никуда не надо мотаться, ехать. Привезут в руки лично. Вот так, ребята, 3 лунки бурю. Потом возвращаюсь. Дохожу до бура. Ставлю, иду дальше. Так, решил по прямой не идти. Немножко петляю. Ну, где-то в этом пятаке прошлой весной мы с Серегой здесь взяли немножко. А по краям понту нету. Там трава начинает тухнуть. Кислорода мало, ищу-ка оттуда гасится. Ну и живец там тоже долго не живет. Его отпускаешь. Через 2 часа достаешь, он такой уже вялый весь. Парни хитрые, бурят и камеру отпускают. Короче, ищут вот так. Ну что, 21 век, блин. Снега, блин, вообще труба. Тяжело ходить. Но уже солнце греет, ребят. Шапку вот так задрал, потому что это уже проверено. А то потом как флаг ходишь, чтобы лоб был черный. А то бывает тут белое, тут черное. Вот как-то так. Ну вот еще машинка, ребята, подъезжает. Я и говорю, сегодня будет много народу. Ну, видать, клюет окунь. Раз так. Парни, в общем, искали, бурили, приехали сюда, на буренное место. Видать, в одном пятаке сместился. У меня пару жарец, ребят, осталось. Я заканчиваю с расстановкой. Блин, так не видно флажков, потому что вот так окапываешься. И флажка получается не видно сдалека. Ну все, ребята, все готово. 15 жерлиц. Составил где-то часа полтора. Может, час 20. Короче, 8:30. Итого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 единиц стоят на точке, на разбуренной. Видать, больше нигде не клюет. Ну вот выходные почему мне не нравится, так как сейчас у многих появилась техника. Раньше, если все на лыжах, то сейчас приехал спокойно. Ладно, что, иду до техники, чай пьем и тоже, наверное, в банду посмотрим. По-любому уже кто-то что-то поймал. Тоже побалуемся на удочку. Ну и жалиться будем так раз в час прокатывать, смотреть, мало ли сработка. Но весной здесь плохо очень. Конечно, по первой лётке намного лучше. Метров 150 получилось. 200. Вот так. Не знаю, угадал, не угадал. Поглядим. Красота. Весна, ребята. Весна. По прогнозу смотрю, там плюс уже идет. Так что
скоро. Ну а пока впереди серьезная экспедиция, ребят, намечается. На 4 дня, короче, едем в другую область. Блин, круто. Там серьезный поход будет. Не знаю, как по рыбалке, туда никто зимой не ездил, но, как говорится, интересно посмотреть. Уф, ну все, нормально. Будем, давайте, чтоб одного щукарька хоть зацепить, штук с десяток окуней, больше не надо. Ну, таких более-менее на жарежку. Завтра можно будет пожарить. Что-нибудь закоптить. Такая погода, солнце, выходные, надо что-то дочку куда-то вытащить. Сегодня, правда, суббота, учится. Там за каникул что-то какая-то тема. Блин, еще 2 собаки едет. Да ну нахрен. Короче, я не знаю. Сейчас просто можно подъехать и поболтать, потому что столько рыбаков приехало. Еще 2. Сколько у вас здесь? Здорово. Здорово, Андрюх. Пол поселка, короче, да? Еще я приехал. Окунева полпирамидки. Он руку устал держать, Андрюха. Тезка, я же сказал, здорово, типа шлепнул. Я тебе шляпнулся. Все, что ли? Хватит. Плотва. Вон. Рыбы лишь нету. О, блядь, смотри, какая окуня. Че ты здесь, Саша? Че? Че Я нет? же тебе сказал, я просто прокатиться, блин. Ты Так, чё? взял на всякий случай. Давай, садись. Не, пока никто не пробурит лунку, не буду буриться. У них, блядь, сейчас посмотри, с какими они бурами. А с моим буром, чем, 130-м, куда я тут, блядь? Через минут 30 тут дохуя дырочек будет. Да. Ну вот, еще и, блин, кидает рыбу. Вот как-то так. Тафалар. Лонг 500-й. Фоткал, все, да, В общем, ребята, тишина. Ну как тишина, там пацаны приехали, мужиков в море. Вот такой окунь, там что-то редкий, там плотва такая, короче, ничего интересного. Мне даже неохота там сидеть, просто там такая толпа. Пробовали, говорит, вначале, там, вот где что-то какая-то мелочушка клюет. Подъехал тут к бобровой хате проведывать. Вот смотрю, вон иней выходит. Бобры живут, все хорошо. Так, думаю, навещу, хоть посмотрю. Блин, ребят, что-то мне тут неохота. Что-то искать, бурить. Погода классная. Поеду, наверное, на реку. Надо к поездке живца ловить. Наверное, поеду на точку. Попробую. Жерлицы пускай стоят, короче. Нафиг, погнали. Рано еще, ребят, зима. Зима, рановато еще. Короче, ребят, пойду другой дорогой. Выйду на реку. Старая буранка есть. Поднимусь там на одну курью. Там попробую. Блин, такой день классный. Что-то неохота мне куда-то домой ехать.
Какая-то буранка есть старая. Прокатимся. Да, дорога тут, конечно, так себе. Но ехать можно. На реке, друзья. Опа. Опа. Лишь бы воды не было. Церквушечка, смотрите, как я ровно выскочил. Ну, заодно дорогу пробьем. Тут ребята есть. Говорят, мертво. Говорят, мертво. Пробуем, что? Любите копченые продукты? Готовьте их дома без дыма. Уже свыше 50 тысяч ценителей натурального не покупают их в магазине, а готовят с коптильней Ханхи прямо дома. С новой коптильней Ханхи 4 вы сможете коптить разные продукты горячим и холодным копчением. Это в 4 раза дешевле, чем покупать копчености в магазине. Копченая курица, рыба, мясо, сало, дичь и колбаски. Все это можно легко приготовить дома с коптильней Ханхи 4. Еще больше информации на нашем сайте hanhi4.ru. Друзья, эту коптильню можно купить в магазине Колба. Их по стране насчитывается более 200. В том числе целых 2 магазина в республике Коми в городе Сыктывкаре. Найти вы их сможете по адресу улица Коммунистическая, дом 88 и улица Лыткина, дом 31. А от себя лично я хочу предложить вам промокод на скидку в Колбе. По этому промокоду вы сможете купить эту коптильню и многое другое со скидкой в 3%. Промокод и ссылку на интернет-магазин Колба я оставляю в описании под этим роликом. Хороших покупок, ребята, а мы едем дальше. Так. Попробуем. Опа. Вот она, ребята. Вот она. По красоте. То, что нужно. Вот она, ребята. Смотрите, хорошая. Такая. Я бы сказал, даже не живцовая. Такая нормальная. Может и покрупнее что будет. Красивая. Красивые какие. Пойдет. Вообще пойдет. Что-то еле-еле, ребята, подходит, шевельнет. Ну, не мелко, а такая пойдет. Ходовой живец. Но и не крупная. Может сыпануть.
какой-нибудь отравы есть у меня. Блин, там трава, ребята. Через траву приходится продирать. Вот она под травой стоит. Зараза такая. Вот она под травой стоит. Вытаскиваешь, она в жук протягивается. То бишь подо льдом трава, и потом чисто. Вот я бурил тоже цепанул. Короче, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Сыпухи бомбану. Сразу за лопухами вскрою ее, пускай там мутит. Здесь течения нету. Нормально будет. Так, что, подымем? Где-то вот так. Пойдет. Блин, трава какая. Через траву, видите, ребят, тащу. Через траву получается. Ну ничего, закормил, была тишина. Сейчас еще такого сырого добавил. Потому что прикормка сухая, она все равно всплывает. Ее надо увлажнять. Как раз у меня остатки были. Нормально. Еле-еле. Шевельнет, отойдет. Шевельнет, отойдет. Даже прикормка, ребята, не помогла, так скажем. Смотрите, вот она вот еле-еле. Еле-еле клюет. Что-то не нравится ей пока. Ну, к вечеру, может, расклюется. Время к обеду. Вон, блин, трава там, блин, продираю прям. Живец классный. Вообще огонь. Может, к вечеру и поинтереснее будет. Такая погодка, блин, загораю, ребята. Вообще кайф. Поверьте мне на слово. У нас зима темная, таких дней очень мало. А вот весной прям кайфую, блин. Вообще кофта черная, пригревает, так классно. Ну, пойдет. Пойдет, вообще пойдет. Лунку сильно не чищу, потому что, чтобы не светить сильно. Раньше, ребята, только на удочку рыбачил. Тоже ходил, познавал. И на течении, и на меляках, и всяко разное. Ну, потом, как отрубило меня, только жерлица, донки, тяжелые снасти, и все с этим связано.
Раньше, да, много отдал, конечно, вот такой рыбалки. Чисто такой. О, подсек. А у тебя есть мечта? У меня братишка есть. Дали как тихо клюет. Я мечтаю, чтобы ты вырос хорошим человеком. Ты еще и дозвонился до меня, блин. Вот тебе и мелочь, блин. Тик-тик-тик. У тебя есть мечта? Есть, конечно, поймать пару килограмм. Так, ладно, ребята. Ну, собачка-то уже тает на солнышке. Красота. Война войной. А обед по расписанию. Нужен газ. Нужен стол. Столик у меня походный. В кофре тоже катается. Удобно очень. Что-то хоп-хоп. Горелочка у меня где-то маленькая есть. Так точно. Столик, столик. Столик, шмолик. Так вроде не надо как будто, а вот так в кофр закинул. И пускай валяется, место не занимает. Хопа, что-то приспичило. Взялся, достал. Отлично. Взял посуду походную. Мне сейчас надо согреть воду, ребята, и чисто разогреть. Чисто разогреть, покушать. Сейчас я вам покажу. Чайник нам нужен. Такую кастрюлечку будет нам достаточно. Вот так вот. Так вот клево. Так нормально. Красота. В общем, ребята, пацанва у меня угостила готовой продукцией. Вот такие штуки они делают. Название сейчас не могу сказать. Ну, короче, банки, ребята, всякие разные супы, каши. Вот смотрю, говорит, Андрюха, тоже делаешь автоклавы. Хочу тебе, говорит, угостить для походов. Вот, допустим, суп гороховый. Еще пару баночек. Ну, я так чисто взял. Плов с говядиной. Гречка по-купечески. Ну, давайте вот гречку сделаем. Так, срок годности 3 года, ребята, представляете? Способ приготовления: открыть, разогреть и насладиться вкусом. Приятного аппетита. Но я без сковородки, я в кипяток отпущу. Так и согреем. Короче, не знаю, попробую, ребята. А так у меня еще там суп гороховый. Что-то там. Ну, короче, много чего есть. Вон пацаны вот так делают. Прикольно. Все как бы с чекой. Все очень удобно. Короче, сейчас разогрею, ребят, посмотрим. Все, короче, стол тут у меня. Стол
похаваем. Что-то захотелось кушать. Столько мяса, ребята. Пойдем? Ну, короче, ребят, я уже перепробовал таких тем. Нормально. Пойдет. Морковочка, вон лучок. Вот такие кусочки мяса. Три года. Вот так закинул в кофр. Кофр закинул и забыл. Захотелось, разогрел, поел. Когда вот так на скорячок, плюс горячая. Нормально. Ой, хорошо, ребята. Я уже с утра хотел есть, не знаю почему. Вот такое было ощущение. Время час, пообедал. Блин, ну ничего, понравилось, нормально, ничего не скажу, там не пересолено там. Мясо, вот такие куски здоровые. 270 грамм баночка. Ну, то бишь тут одному поесть, пообедать за глаза. Круто. Я хоть и люблю заморачиваться там, но это не всегда же, когда выезжаешь с ночевкой, когда есть время. А я тут так заехал. Вообще я даже не планировал сегодня сюда приезжать. Ну, что-то вот пообедал. Короче, ребят, ничего не могу сказать, ничего не знаю, цену там парни просто угостили. Я ссылку на пацанов оставлю в ВК, ВКонтакте, короче. Там, если что, переписывайтесь, узнавайте, если что, нормально, 3 года. Он говорю, закинул туда, пускай она валяется. Согрел, поел. Вообще 3 секунды. Короче, не хватило, ребят, у меня терпения. Смотался. Поедем потихонечку. Да, тут что тут такое? Они тут мужики накатали, блин. Поеду до озера. Там еще покатаюсь. Короче, нормально. Живца подловил, ребята. Хорошо. Так, друзья, ну чё, парни, смотрю, сидят, рыбалят. Одна сработочка есть у меня.
сработка и все. Да, ребята, одна сработочка. Все, больше нету. Ладно, и то хорошо. Поехали щуку доставать. Дай бог. Это предпоследняя жерлица. Я говорю, где-то вот в этой области. Мы с Васильевичем рыбачили, потому что у Васильевича где-то вот тут жерлицы стояли. У него были сработки. А я вот стоял вот так и нифига. Короче, посмотрим, что. Есть загар. Уже радует. Так, ну что тут у нас, ребята? Вымотка почти полная. Вымотка почти полная. Ну не почти, ну да, там чуть-чуть что-то не домотало. Не знаю, есть, нету. А никого нету. Тащила и плюнула. Ну, щука, да, была. Ну, увы. Увы, ах. Ладно, заряжаем. Красота, ребята. Короче, пересек уже другую речку. В общем, сегодня на трех, грубо говоря, водоемах побывал. Ну, классно. Моя деревня находится вот 3 реки, озеро. Ну, все вот в такой доступности. 20 километров плюс-минус. Продуктивный день, ребята. Покатался. Пока ничего не понятно. Наловил живца хорошего. Завтра, скорее всего, туда с утра поеду. Пораньше туда, наверное. Половлю живца, потому что у нас впереди хорошая рыбалка намечается. Живец нужен. Потом вернусь на озеро. Сниму жерлицы. Возможно, завтра щучку поймаем. Ну, короче, как-то так, ребят. Не стал я досиживать до вечера. Поеду домой. День удлинился. День вообще космос. Вообще кайф. Рыбачить не хочу, лишь бы клевало. Короче, что-то я заезжал-то сюда в обход. А снега-то до хрена, каналы все засыпаны. Я сейчас просто напрямки дам и все. Короче, буду дома. Все, братцы, давайте до завтра. Дай бог, завтра возьмем щукаря. Сработка была, уже хорошо, уже радует. Все, до завтра.
добрались до озера. Короче, проехал ни одной сработки, а вот самое первое. Что-то смотрю, флажок валяется, видать, стрельнуло. Но вымотки нету. Ни о чем. Ну, живет, скорее всего, сдох. Я с собой брал 5 штучек, но не буду я менять. Сейчас эту проверим и нафиг. Вот такие дела на озере. Неважное. Вообще неважное. Да. Стрельнул. Ну, леска, смотрю. А хотя непонятно. Это же не первый ледок. Умот это вымотало, вон, смотрю, даже прилично вымотало. Ни хрена себе здесь потрепало. Смотрите, ребята, пасть-то хорошая, блин. И пасть хорошая. Ну, не засеклась. 2 сработки. Пока у нас. По-хорошему бы, конечно, сейчас все поменять. Ладно, поедем. Насаживаюсь. Короче, ничего не могу сказать. Раз, два, три, 4, 5. Повыше поднимаю. Ничего не могу сказать. Вчера была в конце, сегодня в начале. Ну, блин, здесь зубы-то хорошие, как будто. Как будто хорошая щука, ребята. Хорошая щука здесь есть. Однозначно. Короче, ставлю. И едем. Едем на Курью. Рыбачить. Ну давай, дубль 2. Лови. Болото здесь, ребята, болото. Летом здесь тяжело пройти. Но можно. Ну что, друзья, вернулись. Точнее, вернулись, добрались. Я-то вернулся, да. Сегодня Саша тут, кстати, ни разу не был. Вот, прокатился, посмотрит хоть. Вчера я в углу немножко порыбачил. Мужики там сидели. Я там закопал вчера, комбикормом закинул, прикормил. Короче, посмотрим. Опа. Ну, вчера прикормил. Рыбка на точке стоит. Нормал. И тут трава, короче, здесь, Саш. Где-то в толще воды. И вот под травой. Короче, если будешь вытаскивать там, может там где-то почувствуешь, как бы, без фанатизма. Ну пусть клюнет, главное. Ну да. Согласен с тобой. Ага, есть контакт. Конечно, не живец, но нормально. Сейчас закормим. Что-то какая-то непонятная. Такая, что ли, ёрш попался сейчас небольшой. Нет, нормально. Ну какая красота. Пойдет. Это прикол, ребята. Пошел дождь. Сначала снег, сейчас херачит дождь. Вот такая погодка, блин. Вчера солнышко светило, сегодня ветер, снег и дождь. Живца, ребята, наловил. Отлично. Очуметь, блин.
погодка, а? Жесть. Как греется. Еле доехали, ребята. Все обледенело, блин. Жесть просто, что творится. Отборно, ребята, отборно, живчик. То, что доктор прописал. Еще и дома в холодильнике. Ну, красота. Красота. Вот она, серебро. Ну, есть, конечно, и такие, но самый ходовой, ребят, живет. Штормовое предупреждение у нас. Короче, сегодня ночью будет апокалипсис. Круто. Блин, тара маленькая. Ну, пару дней и у нас выезд. Жерлицы, кстати, ребят, я не собрал, потому что, ну, уже куда я, уже просто невозможно было. Завтра с утра поеду, заберу. Так что еще не прощаемся. Доброе утро, ребята. Ну что, третий день еду на озеро. Вчера вечером не заезжали, так как все промокли, заледенели. А сегодня, ребята, всю ночь шел дождь. Погода плюс 4 градуса. Вот вам и поворот. С крыши все попадало. Такая теплынь. Блин. Вот так, ребята, смотрите. За 3 дня как погода поменялась. В первый день было очень ясно. Утром было минус 25. К вечеру погода поменялась, было минус 4. На следующий день сильный ветер, снег с дождем, около 0 градусов, а сегодня, друзья, плюс 5. Вот так меняется погода на севере, и когда живешь по 2-3 дня на рыбалке, вот бывают такие моменты, попадаешь. Я знаю, что сегодня к вечеру уже будет минус 5. Соответственно, к обеду уже будет холодать, будет 0 градусов. Бам-бам-бам. Ну, короче, ну, такая первая оттепель, подвижка к весне, ребята. Это хорошо, даст водичку, свежую воду, рыбка должна зашевелиться. Но мы заканчиваем нашу серию, так скажем. Такая погода ночью, оттепель. Возможно, ребята, есть загары. Короче, ну, еду забирать жерлицы, в общем, и собираться на следующую экспедицию, которая, ох, как круто пахнет, прям жестко. Короче, заводимся, ребята, и вперед. Что, ребята, я на озере. Воды давануло, труба там аж забурился. Немножко там пришлось побуксовать. Короче, давануло воды, но это понятно. Че там, один вроде загар, ребята, флажок валяется, стрелянный. Ночью буря была, возможно, и, конечно, и от снега, ну, от ветра. Но а так, жерлицы стоят, ребята. Все хорошо. Ё-моё. Короче, день, один загар. Вот сейчас эта оттепель все равно шевельнет рыбу, конечно. Но не угадал. Хотелось проверить озерко. Я проверил. Дай бог, там сработка и полная вымотка, и все как полагается. Короче, давайте начнем собирать. Погнали. Блин, ветрище.
понимание было, что живец, ребята, сдох. Так и есть, видите, он аж белый, побелел. Вон, смотрите, что происходит. Кислорода не хватает. Хотя я поставил по центру и поднимал высоко от дна, чтобы хотя бы как-то более-менее. Вот вам и пожалуйста. Ну вот, в общем, ребята, такая система. Видно, что мотала, недоразмотала. И, короче, опять же, я так понимаю, что просто выплюнула. Ничего не тащит. О, да ладно, ребята. Победа. Победа. Вот она. Зубастенькая. Маленькая щучка. Вот такой, ребята, улов у нас за 3 дня. Ну, короче, опять же, вот тут в конце, я говорю, вот чуть-чуть не дошел, куда я планировал, потому что вот в том пятаке как-то была активность в прошлом году. Здесь у меня жерлицы молчали. Так, что мы с тобой, подруга, делаем? Что мы с тобой, подруга, делаем? Как там ты у нас? Не знаю, вроде как будто и не сильно. Но опять же, как будто бы и забрала туда себе вовнутрь. Вон, вот крючок. Вот крючочек. Так, если сейчас аккуратненько здесь. О! Так. Ну что, мать, 500 грамм. Одна нам, ребят, погоду не сделает. Давай, вырастай, бабушкой становись, а мы к тебе приедем. Давай, пока. Чего ты, мать? Все, пошла. Ну все, друзья, смотал жерлицы. В общем, 3 поклевки у нас. Вот одна щучка попалась. Ну, побывал на озере. В общем, я планово, ребята, сделал живца. Еще раз повторяюсь, впереди шикарная экспедиция, очень мощная. Прям, наверное, одна из мощных, ребят, вылазок, которые вообще были у меня. Будет круто. Подпишитесь, ребята. 70% смотрят без подписки. Вам не сложно. Впереди новые ролики. Буду стараться, буду показывать. Наконец-то весна. Должна пойти рыбалка, ребята. Все, вот такой ролик. Покатались, порыбачили, попали в непогоду. Ну, короче, как обычно. Спасибо, ребят, за пальчик в воздух, за комментарии. Все, увидимся. На связи. Вороной. Поплыли до дому. В прямом смысле, ребята, поплыли. Воды очень много. Давай, озеро. Я к тебе еще приеду в этом сезоне.